депутаты, присутствующие. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и законом о международных договорах Республики Абхазия, президент внес на ратификацию Народным собранием договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Республика Абхазия и Российская Федерация основывается на договоре о союзничестве, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, основываясь на традиционных отношениях дружбы и взаимопомощи, учитывая новые возникающие региональные и международные угрозы. 24 ноября 2014 года президентами двух стран был подписан договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. В соответствии с договором основными сферами сотрудничества и стратегического партнерства будет являться проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, в первую очередь на постсоветском пространстве и инициируемых Российской Федерацией. Проект договора был представлен в Республику Абхазия 11 октября 2014 года. Президент направил данный проект договора в Народное собрание с тем, чтобы провести широкое общественное обсуждение проекта, и все политические страны могли бы выработать свои предложения по совершенствованию проекта договора. В тот же день, в соответствии с законом о международных договорах, проект договора был направлен в Министерство иностранных дел, чтобы Министерство иностранных дел провело все необходимые процедуры, необходимые для подготовки к подписанию данного договора, и все ведомства, в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в договоре, выработали свои замечания и предложения. На встрече с депутатским корпусом президент открыто заявил о том, что многие положения договора не могут устраивать абхазскую сторону, и мы принципиально подойдем к разработке этого договора, и те позиции, которые были озвучены президентом, нашли отражение в дальнейшей работе и были одобрены российской стороной и отражены в договоре. В первую очередь это касается создания объединенной группировки войск сил. Если первоначально по проекту договора предусматривалось, что все вооруженные силы войдут в объединенную группировку войск, и командование данной группировкой войск будет осуществляться, командующий будет назначаться российской стороной, заместитель абхазской стороной, и вооруженные силы не будут подчиняться главнокомандующему вооруженному силу, то по предложениям абхазской стороны, которые были поддержаны российскими переговорщиками, в состав объединенной группировки войск входят не все вооруженные силы, а делегированная часть. Все вооруженные силы Республики Абхазия, как они в соответствии с Конституцией подчинялись главнокомандующим вооруженными силами, так они и подчиняются после подписания договора, данного договора, подчиняются главнокомандующим вооруженным силам Республики Абхазия. Более того, в договоре отражено, что объединенная группировка войск сил, в случае необходимости ее применения, это применение будет согласовываться с главнокомандующим вооруженными силами Республики Абхазия. Также в договоре нашло отражение предложение абхазской стороны, что вооруженные силы Республики Абхазия будут модернизированы с помощью Российской Федерации. Также они будут обеспечиваться современными видами вооружения и военной техники. Далее, основной момент касался создания координационного центра органов внутренних дел. Если первоначально по проекту предусматривалось, что координирующий орган будет создаваться в качестве наднационального органа, который будет обладать компетенцией высших органов внутренних дел Республики Абхазия и органов внутренних дел Российской Федерации, то по предложению абхазской стороны эти нормы были изменены, и координирующий орган представляется в качестве информационно-координационного органа, который только лишь будет оказывать содействие органам внутренних дел в реализации своих полномочий, и детально расписаны полномочия данного органа.
Следующий основной момент касался вопросов обеспечения безопасности государственной границы. Если предлагалось распространить функции совместного пограничного контроля не только на те пункты пропуска, которые предусмотрены в соглашении от 2009 года, то есть дополнительные обязанности возлагались на абхазскую сторону, то по предложениям абхазской стороны эти нормы были изменены, и те обязательства, которые касаются охраны государственной границы Республики Абхазия с Грузией и пределов морских пространств, они остались на том уровне, который был определен соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года. Также следующие моменты подверглись изменениям. Это касается проведения согласованной внешней политики. Мы изменили на скоординированную внешнюю политику, которая предполагает учет интересов двух сторон, то есть на тот уровень дипломатических отношений, который был закреплен в меморандуме МИДа Абхазии и МИДа России в декабре 2008 года. Следующее положение касается унификации законодательства. Если в предложенном проекте предлагалось приведение в соответствие в отдельных отраслях законодательства Республики Абхазия в соответствии с российским законодательством, то мы эти также нормы изменили, предложили заменить на гармонизацию. Это другая степень взаимодействия, в том, что мы разрабатываем самостоятельно при помощи, методической помощи Российской Федерации свое законодательство, которое будет схоже, но не будет идентичным с законодательством Российской Федерации. Хотел бы обратить внимание, если даже в соглашении, в договоре 2008 года речь идет об унификации законодательства, где это степень схожества до идентичного состояния, то у нас по данному договору только лишь речь идет о гармонизации, где схожи правовые институты, а нормы, исходя из специфики конкретной нормы, мы уже самостоятельно разрабатываем. Также подверглись изменениям нормы, касающиеся повышения заработной платы не до уровня сопоставимого, не с учетом уровня, а до уровня сопоставимого. Такие же нормы касаются и пенсионного обеспечения. И хотел сказать, что этот договор, он является также рамочным базовым договором, в развитии которого 8 ведомств Абхазии должны будут разработать 15 соглашений, которые будут развивать и конкретизировать положение данного договора. Президент уже собирал представителей, проводил совещания с представителями ведомств, которые занимаются разработкой этих соглашений в развитии данного договора. И им поручено при разработке каждого договора и соглашения тесно взаимодействовать с профильными комитетами Народного собрания, чтобы та общая канва, которая была отражена в данном договоре совместными усилиями депутатского корпуса, представителей исполнительной власти, также нашло дальнейшее отражение в этих отраслевых соглашениях. Соглашение является важной вехой в развитии российско-абхазских отношений. Это того, как мы дальнейшую работу построим при разработке отраслевых соглашений и как мы будем их реализовывать на практике, во многом зависит дальнейшие российско-абхазские отношения. И данный договор послужит той основой, которая укрепит и будет развивать суверенитет, независимость Абхазии и также экономическую, социальную самостоятельность нашей страны. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. С учетом того, что в 2015 году вступает закон о языке, о государственном языке, во-первых, наверное, 6 месяцев все-таки мы, наверное, неправильно заложили, надо было, наверное, это раньше к этому вопросу вернуться, это раз. И те уполномоченные органы, которые будут договариваться, просто скажите, кто это и как это будет выглядеть, и вообще, что будут договариваться. Потому что в первой части, в старой редакции, мы конкретно указали, что Российская Федерация оказывает финансовую помощь в развитии абхазской программы, развития абхазской. Это именно финансовая помощь здесь выпала. В чем она будет оказывать помощь? Она же нам на абхазскую там азбуку или абхазские книги, она же не может выпускать. Нам нужны были только финансы, все остальное, я думаю, у нас умов хватает, чтобы все остальные программы и все остальное разработать. Это, почему я говорю, все жалуются, что вот мы не успели, там, в свете того, что денег не хватало тогда.
Но если такая возможность, можно это все использовать. Вот как это будет выглядеть? Не позднее 6 месяцев, то есть раньше это тоже можно реализовать на практике. Почему указан такой срок? Потому что с тем, чтобы Российская Федерация, термин помощь, это более общий термин, он в себя включает в себя и финансовую помощь. Они смогут оказать нам помощь только когда мы представим программу развития абхазского языка. И на том совещании, на котором ссылался выше, президент поручил Министерству образования, чтобы разрабатывали программу, потому что мы знаем, что сегодня программа нет. Более того, на этой неделе будет обновлен состав в связи с тем, что произошли кадровые изменения комиссии по развитию абхазского языка. И этот временной период, чтобы не позднее 6 месяцев, чтобы мы сами успели подготовить тот перечень предложений, просьб, по которым нам необходима помощь, какой объем этой финансовой помощи нам необходим, чтобы мы могли обратиться к российским коллегам. Если это мы просчитаем в январе, феврале, то это будет реализовано раньше. В развитии абхазского языка количество финансовой помощи, какой речь идет, почему мы не можем сами это реализовать, это первый вопрос. Второй вопрос, какое количество вооруженных сил войдут в эту группу войск? Вы сказали, делегированная часть, но в процентном соотношении количества можете назвать? Данный договор предусматривает, что порядок формирования, те подразделения, которые будут входить в состав объединенной группировки войск, их компетенция будет регулироваться отдельным соглашением, которое будет разрабатывать Министерство обороны Республики Абхазия, Министерство обороны Российской Федерации. По нашим предварительным переговорам и то, что внутри Абхазии мы предусматривали, что мы только лишь одну воинскую часть, которая будет делегирована в состав объединенной группировки войск сил Республики Абхазия Российской Федерации. Это только в мирное время они будут существовать параллельно, будет оперативная группа заниматься вопросами слаживания двух подразделений, а в военное время это будет одно воинское подразделение, одна воинская часть, делегирована в состав объединенной группировки войск. По языку именно вопрос в том, что те объемы средств, которые будут предусмотрен на реализацию программы. И тот объем средств, когда будет готова программа, и тот объем средств, который необходим для ее реализации. Та помощь и будет предусмотрена. В статье 18 Республика Абхазия берет на себя обязательство реализовать комплекс мер, направленных на аналогичные российским требованиям, предъявляемым лицам и организациям, намеревающимся осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность. Какова необходимость в аналогии такой? Почему мы не можем сами себе разработать или аналогично, скажем? Если вы внимательно смотрели проект договора, то в проекте договора использовалась формулировка «идентичные» первоначальной редакции. Заменили на аналогично, потому что именно в сфере фармацевтики этот вопрос постоянно возникает с 2008 года, когда необходимо поставлять в Республику Абхазия либо наркотические, либо психотропные вещества, и российские компетентные органы всегда отказывались поставлять эти лекарственные препараты, ссылаясь на то, что у нас отсутствует свое законодательство, отсутствует необходимый контроль за оборотом данных веществ, и только лишь вмешательство первых лиц государства приводило к решению этих вопросов. Что нам мешает, ваш вопрос самим разработать, это риторический вопрос, что нам мешало за все эти послевоенные годы развивать наше законодательство, и то, как мы разрабатываем и принимаем законы. Предыдущее заседание сессии показало, когда мы 42 законопроекта разработали и не смогли, что нам мешает разрабатывать законы и самостоятельно их принимать. Это вопрос. Да, ограничений юридических никаких нет. Это вопросы надо задать, каждый сам должен себе задать, что нам мешает разрабатывать законы. Те переговорщики, которые будут отстаивать позиции, абхазской позиции, есть ли у них такой стержень, чтобы отстаивать его, естественно? Понятно, что сегодня Россия это великая держава, наш стратегический союзник.
Но мы немножко переживаем за то, что вот в этих вопросах оно не проходит через парламент, практически это все решается в кабинете министра. Нет ли опасности, что наши переговорщики будут до конца отстаивать? Где я немножко, конечно, сомневаюсь. Спасибо. Переговорщики, которые участвовали в разработке этого договора со стороны исполнительной власти, они же остаются, как они принципиально отстаивали позицию Абхазии при разработке этого соглашения, они же продолжат работу по отраслевым соглашениям. Более того, те соглашения, которые будут разрабатываться в развитии этого договора, большая их часть по своему содержанию попадает под действие статьи 16 Закона о международных договорах, которые требуют ратификации. И эти основные соглашения вступят в силу только лишь после того, когда парламент проголосует за их ратификацию и даст согласие на их применение в Республике Абхазия. Говоря об уполномоченных органах, то, что вы затронули вопрос, хочу сказать, что из более 80 соглашений, которые подписаны между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, в большей половине этих соглашений также используется формулировка «уполномоченные органы». И эта формулировка означает, что в зависимости от структуры органов власти в разном государстве могут быть наименования разных органов, этих уполномоченных органов, либо эти вопросы могут относиться к различным органам. Также хочу привести пример в отношении соглашения договора о дружбе и сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года. Там также есть отсылка на отдельные соглашения. Просто если мы также вопрос ставили в 2008 году, что не будем ратифицировать договор, пока мы не увидим те отраслевые соглашения, мы бы ни договор 2008 года не подписали бы, мы бы не подписали бы весь тот пакет соглашений, который заключен в развитии этого договора и российско-абхазских отношений. И более того, как я говорил выше, даже те проекты соглашений, которые не попадают под действие статьи 16 Закона о международных договорах, в отношении которых есть необходимость вносить в парламент, даже другие соглашения, которые не подлежат ратификации, они будут направляться в народное собрание, чтобы парламент мог высказать свои предложения, замечания по этим проектам. Если же мы будем ставить речь о том, чтобы межведомственные соглашения ратифицировать, то, исходя из благих намерений, мы можем сделать себе хуже, потому что межведомственное соглашение обладает юридической силой подзаконного акта, и оно не может содержать в себе нормы, которые устанавливают иной правовой порядок, чем наши внутренние законы. Если же мы это межведомственное соглашение будем ратифицировать, то ему придадим силу наднационального законодательства. И вот здесь еще больше опасности, что акты, обладающие в Российской Федерации, они будут обладать силой подзаконного акта, а в Республике Абхазия мы будем давать им силу наднационального законодательства. Поэтому лучше их оставлять на уровне подзаконных актов. Те не основные соглашения. Данный проект, хотя президент и главы государства не обязан ни Конституцией, ни законом о международных договорах представлять не только до ратификации, но и до подписания проекта этого договора. Тем не менее, он был представлен широкой общественности, и, как мы все знаем, депутаты наряду с представителями исполнительной власти, это вот как аватар в развитии Отара Шотовича, что принимали участие в разработке этого проекта. Также, конечно, помимо политических партий, общественных объединений, движений, фондов, приняли участие практически все граждане Абхазии, и все основные параметры хорошо всем известны. Единственное, самое главное, что хотелось бы отметить, что цель этого договора – это, конечно, развитие дружественных, союзнических, стратегических отношений с Российской Федерацией на основе, конечно же, общепризнанных принципов и норм международного права. Реализация, то есть ратификация и в дальнейшем реализация основных положений этого договора, конечно, придаст новый импульс и военному, военно-техническому сотрудничеству, позволит повысить уровень социально-экономического развития республики и реализовать ряд проектов и культурно-гуманитарного характера. 15 декабря совместно с Комитетом по правовой политике, совместно с Комитетом по международным и межпарламентским связям
провели заседание расширенное с участием представителей органов исполнительной власти, а также некоторых представителей общественной организации и граждан, и обсудили все практически параметры этого соглашения. На совещании данном было принято решение проголосовать, по результатам которого комитеты и наш по политике, и по международным связям рекомендуют парламенту ратифицировать данный закон о ратификации договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Правильно, Роман Шухович, вы заметили, что такую традицию, как представлять проекты до их подписания ратификации, мы вторым вопросом попытаемся оформить уже в рамках постановления. Кстати, он будет нормативного характера и обязывающий органы исполнительной власти представлять эти проекты до подписания, в котором мы, конечно, можем также принимать участие и вносить свои предложения и изменения. В соответствии с регламентом, согласно статье 131 регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия, Комитет по международным межпарламентским связям и связям с отечественниками 15 декабря провел расширенное совещание, комитетское заседание параллельно с комитетом с головным комитетом по законодательству. Как председатель комитета хочу вам сказать, что на данном комитетском заседании было большинством голосов принято решение рекомендовать Народному собранию парламента Республики Абхазия ратифицировать договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Как депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия я уже неоднократно высказывал свое мнение на сей счет. Остаюсь убежденным в том, что президент Республики Абхазия формируя внешнюю политику, подписал данный договор. Это его конституционное право. Я же остаюсь убежденным в том, что говорил ранее неоднократно. Не хочу отвлекать вас и забирать у вас много времени. Как нам всем известно, у нас есть договор 2008 года, который также подразумевает, и там четко прописано, что туда могут вноситься дополнения, могут быть в соответствии с этим, и они были заключены множество дополнительных соглашений. В общем, и на сей счет я свое мнение не меняю. Я остаюсь при своем мнении. Я хочу поблагодарить депутатов, они провели немалую работу. Я всех депутатов за тот период работы, который проходил непосредственно по поводу разработки данного проекта, соглашения, всех депутатов исключительно услышал. Надеюсь, что я тоже был услышан. Здесь данный договор, он предусматривает множество дополнительных соглашений. Конечно, там есть полезные вещи. Касаемо, я неоднократно об этом говорил, касаемо безопасности, которую тоже необходимо дальше разрабатывать и договаривать, потому что для нас всех наша безопасность, государства нашего на первом месте. В случае, если депутаты ратифицируют данный договор, я готов принимать участие непосредственно относительно вопроса безопасности, хотя понимая сегодня в первую очередь, что те соглашения, которые были в дополнение общего договора нашей дружбы и сотрудничестве, тоже можно было туда вносить различные дополнения. В заключение хотелось бы сказать, Абхазия молодое государство, и как мы все понимаем, у нас, может быть, в какой-то степени нам еще необходимо дополнять свой профессионализм относительно международных договоров, относительно международных отношений. Все это сразу у нас не бывает. Мы в последнее время часто говорили, какие бы нам хотелось бы поправки и коррективы внести в те соглашения, которые были ранее ратифицированы, что все документы, они не могут быть идеальны раз и навсегда и не могут работать вечно. Поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы свою работу строили не на упрек, да, а там было так, а тут мы сделали так. Хотелось бы, чтобы мы друг друга слышали, хотелось бы, чтобы мы друг друга понимали и вместе работали, ибо мы здесь все для того, чтобы приносить пользу государству. Я благодарю вас всех за внимание, удачи всем в работе. Конечно, после создания рабочей группы я благодарен нашим коллегам, которые проработали большую работу. Были и нюансы, отстаивания. Доходила она до нелицеприятных разговоров. В обществе существует до сих пор неоднозначное мнение. Есть, которые поддерживают договор, есть и оппоненты, конечно.
любой межгосударственный договор несет в себе угрозу потери нашего суверенитета. Я понимаю, что на сегодняшний день договор нужен, но в каком виде нужен? Лично мое, сугубо личное мнение депутата, я хочу озвучить. Если то завоевание, которое принесли мы, великую нашу Отечественную войну, наше старшее поколение, которое боролось за эту суверенитет и независимость, если здесь сегодня присутствует хоть малейшее ущемление или утери суверенитета, а такое все-таки проглядывает, я лично буду голосовать против ратификации этого договора. Я прекрасно осознаю и понимаю тех людей, которые искренне переживают за будущее Абхазии. Хотя я прекрасно вижу и наблюдаю за теми людьми тоже, которые на этом спекулируют. А если честно, то здесь уже мы впервые имели возможность, все юристы, все, кто желал, кому бы я ни задавал вопрос, где, в какой части данного договора противоречит нашему основному закону, Конституции Республики Абхазия, ни один человек мне не смог так конкретно объяснить. Более того, в данном договоре впервые Абхазии предоставлен шанс заниматься модернизацией вооруженных сил Республики Абхазия. Здесь, может, не каждый сидящий знает, что такое вооруженные силы нашей республики, чем они обладают и что должны они получить. Обладают тем, что мы на поле боя отняли у врага. Не более того, это давно устаревшая техника. Если Российская Федерация покушалась бы на наш суверенитет, о каком модернизации вооруженных сил Республики Абхазия? Я вас уверяю, помимо нашего общества бурлят наши друзья, бурлят наши враги. Даже Европарламент на прошлой неделе забеспокоился об Абхазии. Когда наблюдаешь, как нервничают наши враги, значит, мы идем по очень правильному пути. Я понимаю, нам дали 10 лет. Через 10 лет мы должны свою экономику так построить, чтобы сами могли обеспечить своих пенсионеров, заработной платой своих бюджетников. 10 лет неустанной работы. А если мы через 10 лет опять скажем, что у нас ничего не получилось, вот тогда у нас будет беда. За это время не только надо поднять экономику, но нам помогут и модернизировать наши вооруженные силы. Все вы прекрасно видите, как вокруг Абхазии очень стремительно меняется мир. Как напрягается ситуация. Или кто-то думает, что мы можем отсидеться где-то. Нет, этого не будет. Мы в этой большой игре. Я призываю своих коллег очень ответственно отнестись к данному договору. Альтернативы его ратификации я не вижу. А если кто-то видит, пусть он конкретно скажет, где и в каком месте, знаете, ущемляется наш суверенитет. Спасибо за внимание. Мне кажется, что наша политика не должна носить реактивный характер. То есть нам что-то проходит, потом мы начинаем на это реагировать и так далее. Я хотел бы обратиться в том числе и к исполнительной власти, вашему лице, Дмитрий Михайлович, с тем, чтобы в будущем при разработке и межотраслевых договоренностей, межведомственных и межгосударственных договоров наша позиция всегда бы была как бы независимой, чтобы мы не реагировали на что-то. А если у нас есть какой-то срок на разработку документов, так как это предусмотрено в нынешнем договоре, чтобы мы сами вовремя, компетентно, с учетом всех наших интересов, принимали участие в работе. Мне кажется, в таком случае у нас
не будет тех проблем, о которых вот совершенно справедливо Шотович говорил, то, что парламент сперва практически единогласно отверг стилистику договора, потом путем непростой работы пришел к взаимовыгодному варианту. Это первый момент, на котором я хотел бы остановиться. И второй момент. Я хотел бы поблагодарить всех, как я тоже участвовал в работе рабочей группы, и все депутаты, кто высказал критику, подчас жесткую, подчас такую, с которой приходилось там и нелицеприятно разбираться. Потому что если бы этого не было, я думаю, что и мы, депутаты, и президент Абхазии, не смогли бы настолько эффективно, жестко и однозначно по-абхазски отстоять те позиции, которые отражены в этом договоре. Более того, хочу сказать, что очень многие положения или варианты положений, которые были предложены со стороны общественных организаций, экспертного сообщества и депутатов, так или иначе в каком-то из вариантов вошли в этот договор, и это тоже сделало его более сбалансированным, более справедливым и отражающим интересы обоих сторон. Спасибо. Иҟаз аиҭакрақәа ҳәарада, ари иалмыҳәҳәа иҟаӡам ари адокумент хада, еиҭах сара агәыӷра соуеит абри наҟтәи жәларбжьаратәи еиуеиԥшым аиқәшаҳаҭрақәа рҿы ииҳәеит абраҟа шазнеиз еиԥш инарҭбааны инарҵауланы, абри аҳаԥы зхьаау ахԥатә иахәҭаҷома, жәиԥшьтәиома, жәиактәиома, абра излацәаҩақәаз, убри зегь хазырҭбаауп адокумент. Ҳәарада иарбанзаалакгьы абри аҩыза адокумент абри ианцәырҵ адоговор аиқәшаҳаҭра, ари зылҵшәахазгьы аполитикатә, геоекономикатә аҭагылазаашьоуп ишырҳәахьоу зегьы еиҭаҳҳәахуеит. Адунеи ахьынӡанарҵааӡо инарҵауланы азнеирақәа, ашәарҭадарақәа ирыхҟьаз, насгьы ҳара ҳхы здаҳҳәало аҳәынҭқарра иаҳәо адкылара ҳалшароуп. Аха еиҭах исҳәоит, еиҭасҳәахуеит абыржәы аус шадаҳулаз еиԥш иҵегь ҳаԥхьаҟа ииџьбароу азҵаарақәа ԥынгылахаргьы ҟалоит, адгылара ӷәӷәаны иахьаҭаху аекспертцәа адгыланы аус арҽеитәқәа рацәаӡаны ҳажәлар раԥхьа ишьҭоуп иара аҳәынҭқарра абжьараҿы ҳәарада. Иахьынӡалшо еиҭах сҳәахуеит, иахьатәи аамҭазыҳәан аус зду азҵаараҟоуп, аха агәынамӡарахь иҟоуп. Егьа ус иҟазаргьы политик иаҳасаб ала аԥхьатәи аиқәшаҳаҭрақәа сара снапы сырҩахахьан, срыцгылахьан иахьагьы ари ҳадымгылартә еиԥш хаҭала сшадгыло атәы иаахтны исҳәоит, иахьатәи аҭагылазаашьа злаҳамоу ала. Еиҭах исҳәоит, аусура агәынамӡарақәа ахьыҟоу ахәҭаҷқәа ыҟоуп, аха сақәгәыӷуеит ҳаԥхьаҟа иааиуа аиқәшаҳаҭраҿы инарҭбааны абри аҵакы аазырԥшуа ҳаилатәаны зегьы Первые опасения, которые были связаны с тем, что при подписании межведомственных соглашений, при утверждении тех статей договора, которые имели место, могут появиться там некие наднациональные структуры. На мой взгляд, при совершенствовании всех этих статей, текстов и так далее, все эти опасения, угрозы, они отпали, и никаких наднациональных органов, создание наднациональных органов в соответствии с этим договором не предусматривается. И поэтому некие ссылки на это являются, на мой взгляд, недостаточно аргументированными, мягко говоря, а в некоторой степени они иногда, может быть, были из пальца высосаны. Также хочу отметить тот факт, что при обсуждении договора часто мы уходили от того, вообще какова была основная мотивация появления данного документа. Мое убеждение глубокое в том, что оно было связано в первую очередь с той ситуацией, которая сложилась на международной арене, то есть это было связано с внешнеполитическим фактором, и нам надо было с нашим стратегическим партнером утвердить наши принципиальные отношения, которые были
установлены в соответствии с договором 2008 года, и данный документ является его прямым продолжением. Хочу сказать о том, что в процессе этого обсуждения высказывались некие мнения о том, что мы недостаточно учитываем угрозы, или мы вообще опираемся на некие ложные угрозы, подписывая данный документ. Подобная трактовка, она не выдерживает критики. Я буквально вот сейчас, спускаясь сюда, выписал, значит, сообщение из интернета. Оно как бы от 19 декабря, но для многих это, видимо, может знают, может не знают. Европарламент рассматривал соглашение между Грузией и Евросоюзом об ассоциированных отношениях. И там в качестве дополнительной резолюции было принято, осудили договор между Россией и Абхазией, было сказано о том, что это шаг к полной аннексии Российской Федерации территории Абхазии, но вместе с тем они не забыли, значит, указать на территориальную целостность Грузии. То есть, понимаете, здесь судить о том, что угрозы мнимые или не мнимые, мне кажется, не приходится говорить, потому что когда мы буквально до недавнего времени действительно считали, что Европа, значит, регион пацифистский, она как бы не приемлет никакие войны, но события на Украине показывают, что войны никто не отменял, и это может произойти в любой точке мира, если чьи-то интересы диктуют создание таких горячих точек. И исходя из наших взаимоотношений с Грузией, когда у нас нет договора, когда претензии на территориальную целостность существуют, когда нас называют аннексированной территорией, когда везде блокируются любые попытки Абхазии выйти на внешний мир, когда все европейские структуры выступили против договора о стратегическом сотрудничестве с Российской Федерацией, Абхазией Российской Федерации, когда Грузия стремится в НАТО, мы должны понимать, для чего этот договор нам нужен. И какие бы нам светлые цели не преследовал тот, кто сегодня обсуждает этот договор и рассматривает его необходимость подписания или необходимость неподписания, должен в первую очередь исходить вот из этой ситуации. А остальное, на мой взгляд, все вторично. Спасибо. Абра, егебзи хазхарги захпа яконзи нивай. Урыс швела ухома, крыт швела ухома, жерман біз швела ухома, ахавара хатыр хак хатсалап хочики алузы. И захтахори, айк шатрик захтахори, агизек захтахози, хара хату біз швела тшавер хакутамзер, хундкар біз швела тшавер хакутамзер. Сатакимзер хошперев, ши жохум, хаагум загоз баху хараб хаширобаха, Столб из Махавы, столб из Кум, Сухома, Крахот и Хахева, все. Сухтар, Кадзигиш, вот сам Шахату, Харатахома, Ханапы, Эхтузи, еще Харагуаров, Джабад Балоб, Ихензава, Хава Ардары, Зигереску, Анупшут, Лесвианагот, Зигшепшу, Цезарезу, Экшамат. Экшамат, Скопшом, Хахарта, Гузманы, Року, координация злоотнотная политика акция жертвы зепши ужира сара, а социальная экономика зепши и ужира сара, а зепши культура предлагает гуманитар и ужира айбуха. А для зепши загубляет жертвенно марш чахвоз хатшина, а для ахмачли гватана, а для программы Сергея Тынчева сестренного. Айб шахада жертва зарах по арбух юниске абаш в сентябре мзу Ростова Федерация Республики Москва за представителей Айб шахада
Дмитрий Михайлович комитет и вот короче и конечно зачем на это дальше еще а конституция юрисов. Нас еще не узревший хакуш я сохуап сахаркой хахату короче а шарты дереземен убрей зузер ракон хагван герсем Фидору дабхея хазар за документы и хедве хазбокшо забай пшим бризик воздаз парламента депутат Широв. Кто за, прошу проголосовать. Договорились так. Уважаемый депутат, Кто встанет, скажет. Спасибо. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять. Спасибо. أغرب بحثات يصبح ترزمها النايب كافرة يتوقف خلال يصبح ترز ما تشوفهم يوصل القرآن بجد رجل يبشر حتى يبدو يتوقف بيابكش حتى حقلت عن тоже прошу принять данный закон во втором и окончательном чтении, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Спасибо. Уважаемые коллеги, нами ратифицировано соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.